в основном это наши гости, это Европа, Америка и Канада. Yeah, I would definitely recommend this place and Kyrgyzstan. Здесь дети с туристами спокойно разговаривают. Когда мы приехали, в селе был вообще упадок полнейший. Люди все удивлялись, что вы приехали сюда, мы не можем продать дома, уехать. И выпадает в год до 7 метров осадков, то есть в виде дождя и снега. И длительный лыжный период, да, это почти с ноября по апрель месяц. И поэтому мы решили обосноваться здесь, в Джергалане. Мы сейчас работаем уже круглый год на протяжении 6 лет. То есть зимний туризм – это в основном это лыжи, прогулки на снегоступах. И в основном это наши гости – это Европа, Америка и Канада. Но идет тенденция к тому, что у нас сейчас приезжают люди из Азии, то есть Сингапура, с Малайзии. I do different things every day. So I just did 3 days hiking in Karakol. В 2016 году нам помог, стартовали с USAID программой. В общем, для развития поселка, и для развития нас самих, и для развития наших детей это дает очень большую пользу. Во-первых, наши дети стали хоть как-то разговаривать на английском, еще узнаешь много разных людей, в общем, максимум пользы. Зимой пользуются очень большой популярностью среди лыжников, среди сноубордистов, а летом это конные прогулки, кумазалечение. Всего у нас в хостеле 16 спальных мест. У нас есть 2 комнаты на 4 человека, у нас есть 1 комната на 8 человек. А также всегда вы можете приготовить еду у себя на кухне самостоятельно. Люди, они занимаются, значит, конным туризмом, занимаются. Молодежь своих коней не предоставляет туристам, зарабатывают деньги, работают, значит, этими, в общем, гидами, сопровождают их. И большое число рабочих мест создано. Большинство детей старших классов, они владеют, в достаточной мере английским языком. Здесь дети с туристами спокойно разговаривают. Я считаю, что туризм как отрасль, да, для страны это очень важно. Во-первых, она очень доходоприносящая. То, что нам природа подарила, да, вот такие ландшафты, пейзажи, это такое наше богатство, которое привлекает туристов зарубежных. Раздельный сбор отходов. Вот сейчас установили баки, в которых раздельно будем собирать пищевые отходы, раздельно будем собирать пластиковые отходы, металлические отходы. Это все будем соответствующим образом утилизировать. Во всем мире идет тенденция к тому, что остается мало островков дикой природы. Нам надо сохранить все то, что мы имеем, и передать нашему будущему поколению.